6 мая 1847 года Кавказский комитет постановил порты в Абхазии, именуемые Ачымчиры, Киласуры, Гудавы, принять в карантинно-таможенное ведомство, распространив на них по всей силе карантинно-таможенный надзор. 6 мая 1887 года по прошению епископа Сухумского Геннадия правительством был выделен кредит на сумму в 34 тысячи рублей на постройку и ремонт 34 церквей Абхазии, пострадавших в русско-турецкую войну. Епископ Геннадий добился также открытия кредита для церковно-приходских школ Сухумской епархии и снабжения их учебниками. 6 мая 1971 года в Сухуме открыт памятник государственному и общественному деятелю, ученому и просветителю Андрею Чочуа. 6 мая 1989 года в Сухуме началась сидячая забастовка студентов грузинского сектора АГУ с требованием создать сухумский филиал Тбилисского государственного университета. Это требование было удовлетворено решением грузинских властей 14 мая. 6 мая 1993 года в Майкопе завершились российско-абхазские консультации по вопросам урегулирования вооруженного конфликта в Абхазии. Российскую делегацию возглавлял Борис Пастухов, абхазскую – Сократ Джинджолия. Во встрече принимал участие президент Адыгеи Аслан Джаримов. В коммюнике о встрече было отмечено: участники консультаций высказались за ускорение подготовки новой встречи на высшем уровне в формате итогового документа от 3 сентября 1992 года, которой должна предшествовать интенсивная работа экспертов. Над которым мы сейчас совместно с российской делегацией работаем, станет той основой, которая позволит привести к миру в Абхазии, если на то будет добрая воля грузинской стороны. 6 мая 1993 года председатель Верховного Совета Владислав Ардзинба обратился к мингрельскому населению республики. Несмотря на все катаклизмы переживаемого смутного времени, Президиум Верховного Совета Абхазии верит в перспективу добрых отношений между абхазским и мингрельским народами. Ее успех гарантирован не только историей, но и отказом от действий, которые могут привести к непримиримому отчуждению народов, отмечалось в обращении. 6 мая 2008 года постпред России в НАТО Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова на жесткие действия для защиты своих граждан, проживающих в Абхазии и Южной Осетии. У нас просто нет другого варианта, потому что это касается наших национальных интересов. Мы будем действовать абсолютно жестко, так как предписывает нам Конституция Российской Федерации и как, собственно говоря, ведут себя уважающие себя же государства, подчеркнул Рогозин. 6 мая 2008 года в Сухуме на площади Конституции состоялся митинг в поддержку решения руководства России о выходе из режима экономических санкций и оказании предметной помощи Абхазии и Южной Осетии. 6 мая 2009 года Банк Абхазии выпустил в обращение юбилейную серебряную монету, посвященную 80-летию со дня рождения писателя Фазиля Искандера в серии «Выдающиеся личности Абхазии». На лицевой стороне монеты в верхней центральной части на зеркальном поле расположено рельефное изображение государственного герба Республики Абхазия. Под ним надпись на абхазском языке «Апсна Абанк». На правой стороне изображен профиль Фазиля Искандера. На левой изображены очертания горных вершин и берега моря, дерева и виноградной лозы. Справа на матовом поле по окружности надпись на абхазском языке «80 лет». Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством Proof-like. Тираж монеты 1000 штук. 6 мая 2010 года оппозиция просит власти обеспечить широкий доступ к общественной трибуне всех политических партий и движений. Достижение национального согласия в демократическом государстве зависит от внимательного отношения властей к мнению различных общественно-политических сил, считают авторы письма. Они предложили руководству страны рассмотреть вопрос создания на абхазском телевидении и радио общественного совета и специальных еженедельных телерадиопрограмм с участием партий, ОПД, интеллигенции, независимых журналистов. Авторы обращения требовали расширения вещания телеканала «Абаза» по всей Абхазии.
6 мая 2013 года указом президента Александра Анкваба создана Госкомиссия по проверке соответствия действующему законодательству выдачи паспортов гражданам, проживающим в Гальском и Ткварчальском районах, во главе с вице-президентом Михаилом Логуа. 17 мая 2013 года деятельность Государственной комиссии была приостановлена в связи с проведением парламентского расследования по проверке законности выдачи общегражданских паспортов Республики Абхазия. 6 мая 2013 года на абхазо-грузинской границе на высоте в 35 метров установлен государственный флаг Республики Абхазия. Полотнище размером 8 метров на 12. 6 мая 1903 года родился Мушни Хашба, писатель, журналист, общественный деятель. В течение многих лет был редактором газеты «Апсныкапш» и альманаха «Созвездие». Литературную деятельность начал в 1919 году в газете «Апсны». Автор первой абхазской бытовой комедии «Ачепщера», рассказов «Расскажи-ка, писарь», «Алло», в которых созданы сатирические картины жизни абхазского села 20-х годов. Воспоминания Хашба в дни весенние посвящены развитию абхазской письменности и периодической печати в советские годы. В 1932-1933 годах был директором Абхазского научно-исследовательского института краеведения. Перевел на абхазский язык повесть Льва Толстого «Хаджи Мурат», Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». В 1938 году назначен секретарем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР. После ухода с этого поста в конце 50-х годов возглавлял редакции абхазских литературных журналов «Алашера» и «Амцепс». Избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР. В абхазской литературе Мушни Хашба известен как автор сатирических произведений, мемуарной прозы, публицистических статей. 6 мая 1914 года родился Георгий Дзидзария, кавказовед, доктор исторических наук, государственный и общественный деятель. Стоял у истоков становления абхазской исторической науки, основы которой закладывались в условиях отсутствия профессиональных национальных ученых-историков историографической традиции. Выпускник Московского института истории, философии и литературы. В 1947-м Георгий Дзидзария вместе с Багратом Шинкуба и Константином Шакрыл направил письмо в ЦК ВКПБ с протестом против проводившейся в Абхазии политики грузинизации. Авторы выступили против действий, направленных на насильственную ассимиляцию народа. За это они были объявлены буржуазными националистами и злостными клеветниками, подвергнуты травле. В 1953-м авторы письма были реабилитированы. В 1960 году Дзидзария был утвержден в ученом звании профессора. Через год ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Грузинской ССР, а в 1964-м – Абхазской АССР. В 1974-м он член-корреспондент Академии наук Грузинской ССР. В 1979 году монография Дзидзария «Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия» была удостоена Государственной премии Грузинской ССР. В 1980-м Государственная премия имени Дмитрия Гулия присуждена ему за книгу «Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции». 22 года Дзидзария работал директором Абхазского научно-исследовательского института. Около 10 лет был ректором Сухумского педагогического института. Георгий Алексеевич более 45 лет читал лекции по истории Абхазии. Был также депутатом Верховного Совета Абхазской АССР 3 и 4 созывов, председателем Верховного Совета Абхазской АССР, а также являлся депутатом Верховного Совета СССР 2 созывов. В библиографии ученого более 400 опубликованных работ, из них более 150 научных трудов, в том числе 50 монографий, сборников, брошюр и так далее. Похоронен Георгий Дзидзария на исторической поляне Лыхнашта. С 2004 года учреждена Государственная премия Республики Абхазия имени Георгия Дзидзария в области науки. 6 мая 1950 года родился Руслан Таркил, мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта СССР, кавалер ордена Леона. Выпускник Сухумского государственного педагогического института, стал чемпионом и рекордсменом Абхазии по легкой атлетике в толкании ядра.
В 1969 году Таркил – чемпион СССР среди юношей по тяжелой атлетике, затем чемпион СССР среди юниоров «Олимпийские надежды». На международном турнире в Болгарии рекордсмен мира в весе 90 килограммов. На спартакиаде Грузинской ССР в 1972 установил 3 мировых рекорда в толчке, в рывке и в сумме классического троеборья. Победитель международных турниров в Германии, Монголии, Кубе, Болгарии. С 1976-го работает директором Республиканской детско-юношеской спортивной школы по легкой атлетике, а затем директором спортивной школы по тяжелой атлетике. С 1994 года работает заместителем начальника Абхазского морского пароходства по торговле и сбыту. Абри мидун нлун гюнцо ушипобри укапанаги гюбадзом абри хавал нцо шубри ара амчтунато ورنقط والنقط абри хотен говорит шезнем скарс нقط يديك بيعجن والله فلنا بيا ايتر كنت باو حبرانز او يدش ناخد مشلا اخوي خطخ مي وسورورو وش ناخد قال بلاقي ورقه وي بنقول. За последние 10 лет в день 6 мая самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году. Это 22 градуса. Самая же низкая в 2015 – 9 градусов.